Традиционное еженедельное совещание в правительстве проводится в 10 часов утра в понедельник. На совещании подводят итоги работы за прошедшую неделю, а также ставятся цели и задачи на текущую. В повестке на сегодня 9 вопросов, начиная от призыва на военную службу и заканчивая ликвидацией государственных и муниципальных унитарных предприятий. 1 апреля в Ингушетии, как и по всей стране, стартовала весенняя призывная кампания. Первая группа новобранцев отправилась служить в подмосковный Наро-Фоминск 17 апреля. Мотострелковая часть находится в поселке Калининец. Военный комиссар сообщил, что есть недочеты в отборе призывников на военную службу, а в частности в оповещении граждан. Повестки не вручаются гражданам, подлежащим призыву. Оповещение не проведено. Оповещение, которое началось у нас заблаговременно, с февраля месяца, то на сегодняшний день есть люди, к которым приходили, которые говорили, в течение 2 лет мы ни одного человека не видели, чтобы к нам кто-то приходил. На сегодняшний день из 12 517 человек повестки лично вручены 160 человеку. Коллеги, ну тут из недели в неделю эту тему мы обсуждаем, она актуальная, она такая животрепещущая, поэтому там ее нужно просто исполнять. Ее нужно организовать и выполнить. Давайте здесь надо мобилизоваться и выполнить. И еще раз подчеркиваю, это будет персональная ответственность. Глава об этом говорил неоднократно. Поэтому будьте добры, план сделать. Заурбек Гадаборшев назвал города и районы республики, в которых лучше остальных работают по отбору на военную службу. Хорошие показатели в Назране и Назрановском районе. Слабо эта работа идет в Сунже, Малгобеке и Малгобекском районе. Первое, что на сегодняшний день мы создаем комиссию. Эта комиссия будет проезжать по населенным пунктам, осуществлять контроль за тем, как проводилось оповещение. Ну и в последующем уже должен становиться ответственные за данную работу. Будут привлекаться к административной ответственности. Там предусмотрены штрафы от 30 до 40 тысяч. Но если будем привлекать уже как юридических лиц, то там до 400 тысяч. После участники совещания обсудили процесс реорганизации и ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий. По данным Минимущества, на сегодня в республике 35 ГУПов и 27 МУПов. Все они подлежат реорганизации. По планам, этот процесс должен быть завершен осенью этого года. У нас сегодня из 35 предприятий, которые мы планировали реорганизовать, по 7 предприятий будет практически работа на итоговом результате. Единственное, у нас сроки выполнения данной работы — это конец сентября текущего года. По муниципальным унитарным предприятиям, все предприятия, которые включены в план график, они подлежат ликвидации. Записаться на прием к врачу, спланировать свой поход в больницу. Для этого в Ингушетии внедрена электронная запись через госуслуги. Удобный интерфейс, легкое в использовании меню и пошаговая инструкция. На интернет-портале предусмотрены все удобства для пользователей. В республике на сегодня к этой системе подключены все больницы и ФАПы, кроме 2 в селениях Южное и Вежери. Проблема заключается в кабельном интернете в этих учреждениях. Владимир Александрович, что так думаете? У Ростелекома на самом деле там нет оптики, а у Мегафона есть. Необходимо руководителю ФАПа заключить договор с Мегафоном. И все будет. Оптика там есть, шкаф можно поставить, и коммутатор, и все. Помимо обозначенных тем, на совещании обсудили реализацию национальных проектов в республике, устранение выявленных недостатков на объектах транспортной инфраструктуры и оплату имущественных налогов сотрудниками органов госвласти. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев, Магаз 24.